Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Бишкеке состоялась бизнес-встреча Кыргызстан-Азербайджан, в рамках которой прошли B2B и B2G встречи с отечественными компаниями. В ходе мероприятия с приветственной речью выступил глава ведомства Нурадил Баясов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, а также замминистра экономики Азербайджана Сафаров. Хотелось бы отметить, что данное мероприятие проходит по итогам договоренностей глав двух государств в рамках мероприятий тюркских государств в городе Стамбул. Хочется отметить, что сегодня это второй день. Мы вчера провели ряд важных мероприятий, встреч с государственными органами Кыргызской республики. Хочется отметить, что с Азербайджаном сегодня мы готовы развивать сотрудничество всестороннее. Отмечаем, что основой сотрудничества является прежде всего исторические связи, культура, традиции, язык, а также религия, которые схожи. Наряду с этим хотелось бы отметить, что еще в 1926 году в городе Баку проходила первый Курултай, первая встреча тюркоязычных государств, в рамках которого были определены основные орфографии и алфавит тюркоязычных государств, в рамках которого принимали участие и делегация с Кыргызской республики. Это известные личности Касым Тыныстанов, Ишиналы Арабаев, Юсуп Турузбеков. Поэтому в историческом измерении есть ряд встреч и важных мероприятий, которые сегодня являются крепкой основой развития двустороннего сотрудничества. На бизнес-встрече были презентованы инвестиционные и экспортные возможности, а также туристический потенциал Кыргызстана. По завершению официальной части участники мероприятия перешли на свободный формат диалога и провели двусторонние встречи для более точечного обсуждения совместного сотрудничества. Необходимо отметить, что, учитывая имеющийся потенциал кооперации между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой, проведение бизнес-встречи является весьма важной платформой для развития деловых отношений между предпринимателями двух стран. Естественно, что это двустороннее сотрудничество имеет очень много направлений, и политика дипломатическая, и экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарное. Соответственно, по всем этим направлениям необходимо проводить работу. Каждое посольство имеет соответствующий план работы, определенные задачи, которые ставит руководство страны. И любое посольство, конечно, заинтересовано в том, чтобы продвигать это направление. Я думаю, что мы с момента фактически установления дипломатических отношений с 1993 года сотрудничали, но буквально, можно сказать, последние годы мы начали интенсивно развивать это сотрудничество. И естественно, что Азербайджан, который добился очень весомых результатов во всех направлениях. Это и политика дипломатическая, как я уже говорил, это и победа и освобождение оккупированных территорий, и стремительное развитие экономики, которое нужно обязательно отметить, что сегодняшний Азербайджан – это результат кропотливой, скажем так, работы, продуманной экономической политики. И Азербайджан смог достичь таких результатов, несмотря на то, что, так сказать, решал очень много других вопросов, которые были связаны с расходами на то, чтобы освобождать оккупированные территории. В этих условиях страна добилась колоссальных результатов. И в этом смысле, конечно, мы и по разным рейтингам тоже очень неплохие позиции. Даже в том же Doing Business, несмотря на то, что там занизили результаты,
Азербайджан стоит очень прочно на рельсах устойчивого развития и в том числе экономического развития. В этом смысле, конечно, для Кыргызстана это представляет особенный интерес. Азербайджан диверсифицирует свою экономику в последнее время и в упор на ненефтяную часть экономики, поскольку это очень правильно с точки зрения прогнозов на среднесрочное и долгосрочное развитие. В этом смысле, конечно, вот делегация, которая прибыла из Азербайджана, она представлена очень, скажем так, практически во всех направлениях экономики, не нефтяного сектора преимущественно. Это и возобновляемые источники энергии, это и развитие среднего, малого бизнеса, это и другие, так сказать, направления, которые для нас представляют очень большой интерес. Вот. И для Кыргызстана, который тоже сейчас очень пытается, так сказать, построить новые, скажем так, контуры продуктивной экономики, для нас этот опыт очень бесценен. И азербайджанская сторона охотно делится тем опытом, который у них был, в том числе и, так сказать, проблемы, которые возникали, как они их решали. В этом смысле посольство внимательно отслеживает, и фокус на экономическую дипломатию, конечно, один из приоритетов нашего сотрудничества. Вот сегодня вы участвовали в мероприятии. Какие цели и задачи? Можете об этом рассказать немного для наших телезрителей? Уже второй день идут активные встречи в профильных министерствах нашего Кыргызстана. И, соответственно, сегодня были представители тех сфер бизнеса, которые по приоритетным направлениям работают. И, соответственно, это был живой обмен мнениями, это были презентации, каждой из сторон, презентация азербайджанской стороны, встречи B2B, то есть бизнес-to-бизнес. Это один из важных этапов в развитии экономической дипломатии и один из тех шагов, для подготовки визитов глав государств, которые запланированы в ближайшем будущем. Визит главы государства, президента Кыргызской республики Садыра Нургожевича Джапарова, который планируется на конец апреля, где-то мая этого года. До этого еще будет заседание межправительственной комиссии в Баку. Соответственно, очередь, место проведения теперь Баку, предыдущий был в Бишкеке. Есть определенные наработки по подписанию межправительственных соглашений в стадии готовности. Ну и, естественно, ряд других мероприятий планируется, которые связаны и культурно-гуманитарной составляющей. Что касается сферы политико-дипломатической, здесь я думаю, что контакты уже установлены на уровне глав государств. В ходе саммита они встретились 12 ноября, саммита Организации тюркских государств в Стамбуле, где, так сказать, уже определили определенные направления, и визит потом, как предполагается, визит президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева тоже, думаю, станет важной вехой в развитии двусторонних отношений. Пирамида телеканалы чет элдик маалымат каражаттары менен кызматташууну кеңейтүүдө. Мунун максаты телевидение тармагында чет өлкөлүк басылмалар жана телеканалдар менен тажрыйба алмашуу, биргелешкен теледолбоорлорду түзүү жана чет өлкөлүк медиа коомчулук аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу. Жакында эле Пирамида медиа холдинги менен Беларустун негизги каналдарынын бири делген СТВ телеканалынын ортосунда кызматташуу багытында алака түзүлдү. Кызматташууну арттырууга багытталган меморандумга кол коюу үчүн Пирамиданын башкы директору Дооронбек Адаханов Минск шаарында болуп келди.
Телеканал СТВ и медиахолдинг Кыргызстана «Пирамида». Биргелешкен долбоор үстүбүздөгү жылы ишке ашырылат. Буга ылайык Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар Белоруссиянын телеканалында. Ал эми ал жактагы жаңылыктар Пирамидадан чагылдырылып турмакчы. Белоруссиянын СТВ телеканалы менен Пирамида телеканалы жакында болгон биздин иш сапарда между эки телеканалдын ортосундагы болгон келишимге кол койдук. Бул келишимдин негизинде Пирамида телеканалы менен Белоруссиянын СТВ телеканалы өз ара тажрыйба алмашуу боюнча, андан сырткары маалыматтык майданда чогуу биргеликте иштегенге жол ачтык деп ойлойм. Ал эми Белоруссиянын борбордук телеканалы тууралуу айта турган болсок, мекеме өз өлкөсүндөгү эң алдыңкы делген 3 телеканалдардын бири болуп саналат. 22 жылдан бери жигердүү иштеп келе жаткан СТВ өзүнүн тарыхында миллиондогон көрүүчүлөрдү топтой алды. Каналда 24 саат бою жаңылыктар, аналитикалык чыгарылыштар жана башка ар кыл багыттагы программалар бар. Пирамида үчүн мындай телекомпания менен кызматташууга жетишүү албетте олуттуу окуя. СТВ это один из ведущих информационных. Биздин телеканал Белоруссиядагы эң алдыңкы жана көрүнүктүү телеканалдардын бири деп айтсам жаңылыш болбос. СТВда Белоруссияда гана болуп жаткан жаңылыктар эле эмес, жакынкы коңшу өлкөлөрдө болуп жаткан жаңылыктар өз убагында чагылдырылып турат. Мисалы, жакында эле Казакстанда болгон окуяларды биз дагы элге туура жана так жеткирип туруу аракетин көрдүк. Кол коюлган документ Белоруссиянын СТВ телеканалы менен Пирамиданын кызматкерлери ортосунда тажрыйба алмашууга, медиа чөйрөдө өнөктөштүк мамилелерди уюштурууга мүмкүнчүлүк түзөт. Телекомпаниянын кызматкерлерине Белоруссиянын борбордук телеканалына барып тажрыйба алуусуна жакынкы убакта жол ачылат. Бирдиктүү бир Евразесте жашайбыз. Ошол алкагында телеканалдар өз ара бири-бири менен кызматташса, мен ойлойм, ийгиликтүү болот. Андан сырткары биздин телеканалдын кызматкерлери СТВ телеканалынан барып тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк болот. Алардын кызматкерлери болсо бизге келип тажрыйба алат. Андан сырткары биз чогуу биргеликте ар кандай передачаларды, репортаждарды чогуу сценарийлер менен чогуу биргеликте сценарий түзүп, жакшы бир документальный фильмдерди деле чыгарсак болот. 30 жылдык тарыхы бар Пирамида каналы 2021 жылы 12 чет өлкөлүк медиа менен кызматташуу тууралуу келишим түзүүгө жетишти. Бүгүнкү күндө ал телеканалдар менен маалымат майданында тыгыз иш алып барууда. Жаңырган жылдын ичинде Пирамида дагы 20дай чет өлкөлүк телекомпания менен кызматташууну, ири долбоорлорго бирге катышууну пландоодо. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида. Сегодня в нашей программе мы познакомим вас с талантливой и известной оперной солисткой Кыргызской национальной филармонии, народной артисткой Кыргызской республики Замирой Мавляновой. У нас будет открытый и искренний разговор. Замира Мавлянова, несмотря на свой возраст, и сегодня исполняет все классические произведения на разных языках. Вы также услышите живые выступления певицы во время беседы. Народная артистка говорит, что достигла вершины благодаря своему упорному труду и страсти к искусству и перформансу. И сегодня она продолжает петь на большой сцене, одновременно создала музыкальную школу, развивает юных талантов в меру своих возможностей. Она уже несколько лет делится знаниями и опытом с подрастающим поколением, но теперь благодаря бизнесмену и ценителю музыки, супругу Дмитрию Щербакову, появилась возможность обучать желающих в красивом новом здании с множеством комнат, современными инструментами, партами, звукоусилительной аппаратурой, концертным залом и всем другим необходимым для образовательно-творческого процесса. Отметим, что несколько лет тому назад в Бишкеке открылась школа пения «Бельканто». «Бельканто» в переводе с итальянского языка означает «красивое пение». Эта манера пения очень распространена в музыкальном мире, особенно часто используется оперными певцами, так как подразумевает технику виртуозного пения. И это не оставляет сомнения, что здесь детям будут прививать в первую очередь любовь к высокому искусству, к шедеврам классической музыки, мировой оперы. Здесь учат сложному мастерству удерживать внимание, залов с многотысячной аудиторией, исключительно силой своего голоса и актерского таланта, умению следовать и взаимодействовать с аккомпаниатором, дирижером, чувствовать партнера по сцене, хор и оркестр.
На сегодняшний день нередкое явление, когда наблюдается снижение интереса именно к классике, к опере. Несмотря на это, народная артистка Мавлянова своим мастерством, голосом, талантом притягивает публику. Досье Замиры Мавляновой, обладательница серебристого тембра сопрано. Вокальному мастерству она училась сначала в музыкальном училище в городе Ош, а затем в Институте искусств, ныне Кыргызский государственный университет культуры и искусства имени Бейшеналиевой, у народной артистки СССР Каиргуль Сартбаевой. После окончания вуза в 1992 году стала солисткой театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Участвовала в международном конкурсе певцов в Ашхабаде, Туркменистан, где стала дипломантом. В 1996 году поступила в аспирантуру при Кыргызской национальной консерватории, после отличного окончания которой начала трудиться в Кыргызской национальной филармонии. Причем сам дирижер Асанхан Джумахматов настаивал и убедил руководство филармонии принять ее солисткой. И в этом качестве она в последующем неоднократно представляла нашу республику во время Дней культуры в России, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Китае. Вот уже на протяжении 20 лет она является солисткой филармонии, 15 лет солисткой ансамбля «Семетей» мэрии Бишкека и 14 лет военного ансамбля песни и танца Министерства обороны Кыргызской Республики. Замира Мавлянова имеет звание заслуженной артистки Кыргызской Республики, народной артистки Кыргызской Республики, медаль отличника культуры, почетную грамоту президента страны, грамоту мэрии Бишкека. Здравствуйте, Замира. Очень рада вас видеть сегодня. Как вы пришли к этой профессии? С чего начали? Ваш творческий путь? Но творческий путь мой так сложился, наверное, это было уже мне предписано судьбой. У меня очень хорошо папа поет, и пела хорошо его мама, моя бабушка. Но мама сказала: ты же хорошо поешь. Ты всегда поешь везде, на всех мероприятиях, в школе меня просили спеть. Потом я пела на свадьбах у своих родственников всегда. В общем, везде, где музыка, я всегда была первая, да. Я не стеснялась, я выходила на сцену, брала микрофон и пела всегда. И мама говорит: ты же хорошо поешь, ну давай иди в музыкальное училище, будешь учиться петь. И я сразу решила, да, это мое действительно, и поступила в музыкальное училище. А какие песни вы пели тогда? Ну, разные песни, современные, советские, детские вот эти песни. Вот. Я классику не знала тогда. И про классику даже... ну, папа пел, он классику, ну, я не очень как понимала, что это такое, и не увлекалась. Когда я поступила в музыкальное училище, там академический вокал. Тогда я узнала, услышала, что это такое на самом деле. И только на втором курсе, когда закончила второй курс, я полюбила классическую музыку, классическое пение, академическое пение. И вот с тех пор, тогда мне было 14 лет. Я закончила музыкальное училище, потом поступила в Институт искусств. Сейчас консерватория у нас. Закончила, да. Потом закончила аспирантуру при консерватории. И уже 25 лет почти что солистка филармонии. Проработала плодотворно, с хорошим, как сказать, коллектив хороший был. Да. И к чему вы добились? Ну, сначала мне дали звание заслуженной артистки, ну, до этого отличник культуры, там разные есть. Потом заслуженной артистки звание, и сейчас вот уже народная артистка Кыргызской Республики. Чем поздравляю. Спасибо. Пандемия. Как она вам коснулась? Очень коснулась. Она коснулась моего творчества. Потому что в 2020 году, в мае месяце, мы уже год до этого работали с хорошей московской командой, продюсерским центром «Русский акцент». Мы должны были здесь дать мой сольный концерт совместно с германским певцом русского происхождения Алексеем Косаревым. Я летала туда, в Москву, на репетиции, они приезжали к нам, смотрели зал филармонии, и у нас
мы уже год работали над этим, над сценарием, над репертуаром, репетировали вместе, знакомились. Вот. И 2 мая должен был состояться этот грандиозный концерт. И я думала, что это будет как бы завершающий вот моего творческого пути. Вот. И пандемия, представляете, и все, концерт наш не состоялся, но мы ждем благоприятной обстановки. И да, обязательно, мы сейчас на связи. Вот Алексей Косарев, он очень знаменитый тенор. Он поет в Европе, во всех театрах мира приглашают его петь. И когда он услышал меня, мой голос, он сказал: я с удовольствием спою с этой певицей. А у вас голос не пострадал случайно? Надеюсь, нет? Нет, голос не пострадал. Немножко пошатнулось здоровье, чуть-чуть, но мы сейчас вот всей семьей, мы очень активно ведем активный образ жизни, закаляемся, повышаем иммунитет. Вот. Ну ничего, потихоньку приходим в норму. А как с публикой? Уменьшилось? Ну, сейчас таких концертов, как таковых, вот давно уже не было, прям больших, крупных. Поэтому мы ждем, как вот закончится все. Обещают же, очень много прогнозов сейчас в мире, что скоро закончится все это. Я надеюсь очень на это, что все-таки человечество переборет этот недуг. Да, и все возобновится, и у нас будут много зрителей. Мне пишут мои поклонники, пишут, звонят, спрашивают, когда будет концерт очередной. Все ждут. Приятно. Да, все очень ждут. А скажите, вот вы поете в основном классику, да? Классику, да. А кто ваши слушатели? Современная молодежь или более старшее поколение? Ну, конечно, большинство это старшее поколение. Те, кто понимает классику, любит. Сейчас молодежь немножко... Но есть молодежь, я ее называю золотая молодежь, да, которые все-таки действительно образованные, да, духовно развитые, да, ценят. Немало, я бы сказала. Конечно, взрослого поколения больше, но и молодежь тоже есть, которые любят, ценят, интересуются. Как раз оценка говорили, давайте уже говорить, аплодисменты и цветы. Это, я думаю, что для певцов это самое главное. Это важно. Да? Вот самое главное оценка. Да. Конечно, когда стоишь на сцене и ты исполняешь, и в конце, когда звучат бурные овации, цветы, это, конечно, оценка твоего исполнения. Это, конечно, очень приятно, и очень и всегда этого ждет любой артист. Я да, и очень, как оценят, как люди оценят. И когда я была совсем молодой, я училась в музыкальном училище, на моем пути встретился один очень интересный человек, он музыкант, но он очень интересовался предсказанием судьбы, вот, да, занимался этим. Экстрасенс. Что-то типа такого. И он пообщался со мной, посмотрел на меня и посмотрел на мои руки, и он сказал: твоя жизнь вся будет в цветах, у тебя будет очень много цветов вокруг тебя всегда, и очень будет много поклонников, мужчин, будут за тобой ухаживать. Как приятно слушать. А мне вот это было 15 или 16 лет. Да. Я вы еще полноценно не понимала, о чем это идет речь. И теперь, когда я вспоминаю, я почему-то запомнила это. И теперь, когда я вспоминаю, да, у меня вот и маме говорю тоже, когда мы иногда с ней сидим, вечерами пьем чай, разговариваем, я говорю: мама, ведь у меня вся жизнь в цветах. Она говорит: да. Я говорю: вспомни вот тогда. И вот после концерта и после сольного, особенно концерта, мы привозим домой машинами букеты, с концерта, машинами, им негде ставить, ставим во все вазы, во все банки, и дом заполняется цветами очень часто. И я говорю: мама, ты помнишь, мне говорили, что вся моя жизнь будет в цветах? Да. Действительно, оно так, у меня вся жизнь в цветах. А скажите, а было наоборот? Спела и никакой реакции со стороны зала? Бывало всякое, бывало, что вот где-нибудь на периферии, там ездили мы раньше на гастроли, а они тоже, некоторые понимали, им нравилось, некоторые совсем не понимают. Да, о чем же она поет? А скажите, в каждой профессии есть свой риск. А в вашей профессии риск есть?
Риск потерять голос и потерять профессию. Если голос — это живой инструмент. Допустим, можно, если у тебя сломалась скрипка или саксофон или аккордеон, можно купить другой. А голос — это живой инструмент, и его новый в магазине не купишь. Да. И если что-то случится, какая-то болезнь или какой-то стресс, и если потеряешь голос, то все, это ты потерял профессию, ты потерял все в своей жизни. Поэтому мы всю жизнь живем очень следим за своим здоровьем, потому что голос — это показатель. Если у человека голос звучит, он здоровый, да, значит весь организм здоровый. Да, голос — это индикатор здоровья. И поэтому мы стараемся хорошо высыпаться, стараемся правильно питаться, делать зарядку. Мы к этому придем. Да. Да. Давайте, вот скажите, пожалуйста, вот как публика вас воспринимает вообще? Ну всегда. И сегодняшний день. Всегда хорошо. Публика воспринимает всегда хорошо, потому что я очень тщательно отношусь, щепетильно отношусь к репертуару, к подбору репертуара. И я считаю, что успех певца зависит не только от его голоса, еще зависит от репертуара, который человек выбирает. Даже бывает, можно спеть не очень хорошим голосом, но очень хорошую арию или песню, и все равно будет успех. Поэтому вот сочетание вот этого правильно подобранного репертуара, и там, знаете, там все должно быть, не только голос. Я должна хорошо выглядеть на сцене, в красивом наряде, с красивой прической, с хорошим макияжем. То есть я стараюсь держать себя в форме. Это атрибуты, да. И вот это все вместе, когда выходишь на сцену. И еще знаете, почему всегда успех на сцене? Потому что манеры, когда я выхожу на сцену, я публику беру, как у нас говорят, в свои руки. Это почти что похоже на гипноз. Я гипнотизирую собой публику, и они на меня смотрят, они за мной идут. Бетинде самгүлдөн танда бир дүзгөн ай жайдары гана селким ай ой эсимде Для этого немалые средства, финансовые, да? Как вы успеваете? Знаете, зарплата на ваши вот это? Уже как-то у меня налажено все за столько лет. У меня есть свой мастер, которому я могу позвонить хоть днем, хоть ночью, хоть в 7 утра, хоть в 2 часа ночи, если какое-то мероприятие, концерт, или надо куда-то ехать. У меня мастер всегда, она уже знает мою прическу, знает мои волосы, вкус знает, все. Я прихожу с закрытыми глазами, они все делают. Да, это уже годами, уже отработанный уже вопрос. И вот насчет нарядов, когда только начинала, это был советский период, у нас, вы же знаете, в магазинах не было ткани, нечего было купить никогда. И мама мне шила наряды. Мы где-то доставали ткани,
И вот она вот завтра концерт у меня, она вот всю ночь шьет уже, ты спи, потому что тебе надо спать, выспаться, чтобы голос звучал. И она вот прям до утра вот уже последние стишки вот делает. Я встаю утром, у меня висит такое шикарное платье. Но я была стройная, и поэтому это было нетрудно шить на стройную девушку. Но все равно была стройнее. Вот. И она такие шила наряды. Я когда выходила на сцену, все, особенно вот оркестр, дирижер, с открытыми ртами на меня смотрели. Я была, повторюсь, стройная, и я могла себе декольте, да, открытые плечи. И дирижер, мой самый первый дирижер, который меня нашел и на сцену меня пригласил в свой оркестр и вывел на сцену, Асанхан Джумахматов, наш великий дирижер, его уже нет в живых. Он сказал, когда я вышла в таком платье, он сказал: ты первая киргизская певица, которая вышла вот в таком смелом, да, смелом. Обычно наш менталитет не позволял, они всегда накрывались чем-то, какими-то этими. И я первая вышла. Ну, мне, честно говоря, было непонятно его удивление. Ну, я молодая, у меня ничего лишнего нет. И как почему бы нет? Да, почему бы. И вот он сказал, это первая певица в Кыргызстане, которая вышла вот в таком... Ну, я надеюсь, понравился это да, открытость. Конечно, конечно, он был, ну, все-таки мужчина. И платье было красного цвета, почему-то мы выбрали с мамой красный цвет. И вот красный цвет, оказывается, я потом поняла, что да, красный цвет на сцене, он как яркий такой вот, яркий образ. Кроме пения, чем вы еще занимаетесь? У вас есть, наверное... Да, у меня есть очень любимое дело. Ну, это, можно сказать, и бизнес, и дело для души. Я 4 года назад вышла замуж второй раз. Первый брак у меня был, к сожалению, неудачный, но у меня есть сын от первого брака, замечательный, за что спасибо моему первому супругу. Вот, потом долгое время я жила одна, и только 4 года назад я вот встретила человека, действительно, этот человек вот предназначен был еще оттуда для меня. Хоть и поздно мы встретились с ним, но все равно мы друг друга должны были, наверное, все-таки встретить. И мой супруг, он занимается бизнесом, и он открыл для меня музыкальную школу, вот где мы сейчас и находимся. Музыкальную школу. Он сказал, что ты же не будешь до старости лет там, на сцене. И, во-первых, я считаю, что это некрасиво. Как только я почувствую, что я не очень привлекательно выгляжу, и голос, может быть, не такой уж и будет... Вовремя уйти. Да, и я уйду. И он говорит, тебе нужен какой-то... другая площадка, платформа, где ты будешь себя реализовать. Мы посовещались, подумали, и вот совместно открыли школу, музыкальную школу пения. Уже в школе около 10 преподавателей. У нас школа пения, да. Я и преподаю, и руковожу школой. Мы проводим конкурсы республиканские, мы проводим различные концерты. Здесь вот жизнь, она как бы продолжение моего творчества сейчас здесь, в моих детях, в моих учениках. Все то же самое происходит у нас и здесь. Своей жизнью, да? Вот в мире музыки, в мире искусства. Да, я от него далеко не уходила, я здесь и нашла себя. Как вы совмещаете и петь, и отдыхать, и убирать? В этом смысле мне очень повезло, когда я начинала петь, и всю мою творческую судьбу со мной всегда была рядом мама. Она, когда я стала петь, она сразу ушла с работы. У нее была очень хорошая работа. Она всегда была главным бухгалтером на больших предприятиях. Она бросила работу ради меня и воспитывала моего сына и делала все, что нужно дома. Есть мама, да. И говорят иногда даже певцы вот такую вот фразу: голос не на месте. Но сегодня не могу петь, например. Вы согласны с этим? Да, конечно. Очень часто такое бывает. Встаешь
так же, как и каждый день приходишь, занимаешься, распеваешься. Но нет, связки, есть такое понятие, связки садятся. Это зависит от очень многих факторов, Бывает, стресс. что стресс — это первое, да, стресс, бессонница, что-то, допустим, даже что-то вот заболело вот, в организме, что-то, все сразу, голосовые связки сразу отвечают. А вам надо петь, а как вы выходите из этого положения? Ну, знаете, существует же техника, вот, которой мы владеем, оперные певцы, профессиональные певцы, мы поем. Я знаю, что я пою немножко не так, когда я здоровая, но окружающие это не слышат. Они думают, что хорошо я пою, но я знаю, что не очень хорошо. Мы поем техникой. Море вернулось говором чаек, песней прибоя, рассвет пробудив, сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несут корабли. Спасибо. Я как поняла, пение для вас главное, да, в своей жизни. Да, а вообще есть смысл жизни? Для чего вы живете в этой жизни? Но когда я задаю себе вот сама такой вопрос, как любая женщина и любая мама, у меня сын один, есть единственный, вот недавно женился, и теперь у меня есть еще и дочка. Как для любой женщины и для мамы, конечно, самое главное для меня — это мои дети, мой сын. Это смысл моей жизни, потому что женщине в первую очередь дано на земле быть мамой. Что вы цените в людей? Например, какие качества для вас ценны? Ну, конечно, все качества положительные, они как бы все хороши, да, и доброта, и порядочность, там, и, я не знаю, там, преданность, честность. Это, в моем супруге это порядочность. Он очень глубоко порядочный человек. Если человек порядочный, особенно мужчина, за этим выстраивается все остальное. В моем супруге это порядочность. Он очень глубоко порядочный человек. Вот если человек порядочный, особенно мужчина,
за этим выстраивается все остальное. У вас есть такая подруга, которой вы делитесь о самом сокровенном, то есть до конца? Верите ей? Да, знаете, до конца я делюсь всегда, как и с самого начала, это с моей мамой. Мама – моя подруга. Что вы будете петь? На французском языке моя любимая песня. Pas ce soir, tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soir au cortège, toute l'âme blanche, vas-y sur la blanche, pleure le sortilège. Ce soir, mon cri, mon désespoir, me tombe la neige, impassible manège. Ваше хобби? Хобби, да? У меня есть одна мечта. Я хочу шить одежду. И вот иногда вот я сажусь, делаю такие наброски, какую бы я одежду вот шила для женщин. Я хочу шить одежду для женщин, когда уже будет немножко больше свободного времени, шить одежду для женщин. Вы за рулем ездите? Да, конечно. Марка машины? У меня Nissan X-Trail. Любимые духи? Chanel, Tender. Любимые бренды, которые косметика, одежда? Chanel. Косметика, да. Косметика Chanel у меня вся, и одежда тоже Chanel. И вот свою, кстати, коллекцию я тоже буду шить в стиле Chanel. Да. А любимая кухня национальная, блюда? Конечно, как и все, у меня мама кыргызская, сыкульская, и наши все родственники, когда мы туда ездим, естественно, бишбармак. Вы предпочитаете отдохнуть у себя или за рубежом, за границей? Нет, мы выезжаем летом только на Иссыкуль. Сайрасам біз жастарға нақсолардай, бақытқа бөленеміз саулық назға. Бақыт нұрға жер аспан, бақыт нұрға бар жерға ұласқан, махаббатты жырлаймыз біз жастар, жастар, жастар. Супруги Замира и Дмитрий пытаются вернуть достойное место в нашей жизни классическому искусству для воспитания подрастающих кыргызстанцев.